Всем привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Но вот в этом видео мы немного отвлечемся от наших любимых мультиварок, стиральных машин, пылесосов и холодильников. Потому что вот смотрите, приготовили вы еду, поели, в холодильник все убрали, запустили посудомойку и робот-пылесос, включили стиральную машину. А дальше-то что делать? Правильно, отдыхать, смотреть кино. Телевизор, он в этом плане тоже очень важная домашняя техника. Потому что современный телевизор, в частности телевизор с технологиями Smart TV, это такой настоящий домашний центр развлечений. А кино, оно ведь важнейшее из искусств и развлечений. Я люблю после работы, после ужина включить какой-нибудь интересный сериальчик. Сейчас, например, пересматриваю «Рассказ служанки», чтобы потом актуальный новый сезон посмотреть. И смотрю я фильмы и сериалы, обычно, чаще всего, честно говоря, на Кинопоиске. Вообще, у меня Кинопоиск есть на смартфоне, но тут такое дело. Ладно, там, я не знаю, в самолете, в поезде, еще где-то можно и на смартфоне посмотреть кино или сериал. Если нет интернета, просто заранее скачиваете нужное и все. Или можно, например, использовать ноутбук. Экран все же, побольше будет, чем на смартфоне. Но дома хочется максимального комфорта. Перед большим телевизором развлечься с пиццей или с попкорном и залипать на сериал. А так можно? Можно и легко. И далее я расскажу вам, как все быстро настроить в вашем телевизоре со Smart TV. Что такое Smart TV? Простыми словами, это телевизор с интернетом и интерактивными функциями. И со всеми возможностями, которые это дает. С доступом к самому разному интернет-контенту, приложениям, играм, музыке, фото и прочим милым штукам. Платформы Smart TV, они наиболее распространены среди телевизоров таких популярных марок, как, например, Samsung или LG. Широкие возможности Smart TV также доступны с приставкой Яндекс.ТВ, она же модуль с Яндекс.ТВ. Важно! Нужно отличать платформу Smart TV от, например, Android TV или Apple TV. Несмотря на функциональную такую схожесть, это вообще-то разные платформы. Мы в этом видео говорим именно о том, как установить приложение Кинопоиск и как им пользоваться и смотреть его в рамках Smart TV. Первое, что нужно сделать, чтобы смотреть фильмы и сериалы Кинопоиск на своем телевизоре со Smart TV, скачать на телевизор приложение Кинопоиск. Для этого выбираем Кинопоиск в магазине приложений и бесплатно устанавливаем на телевизор. Скачали? Отлично. Дальше открываем приложение Кинопоиск на телевизоре и видим окно с кодом, который нужен, чтобы, скажем так, привязать ваш телевизор к вашему аккаунту в Кинопоиске. Я исхожу из того, что аккаунт у вас, как у меня, уже есть. А если нет, то сначала создайте, это несложно. Далее в браузере на телефоне, ноутбуке или стационарном компьютере нужно авторизоваться в аккаунте Яндекс, на котором есть подписка плюс. И осталось совсем чуть-чуть до полного погружения в мир кино и сериалов. Теперь просто введите код с экрана телевизора на телефоне или ноутбуке. Это все. Приложение Кинопоиск готово к использованию. Есть и другой способ. Можно авторизоваться, чтобы смотреть контент Кинопоиска по телевизору с использованием QR-кода. В этом случае увидите на телеке вот такую заставку с QR-кодом. Открываете на телефоне приложение Яндекс, если нет, устанавливаем. Входим, если требуется, в Яндекс профиль. А теперь нажимаем значок умной камеры в правой части поисковой строки для сканирования QR-кода. Наводим камеру на телевизор и сканируем QR-код.
все, можно полноценно использовать Кинопоиск на вашем большом телевизоре. Третий способ активации Кинопоиска на телевизоре со Smart TV через приложение Яндекс.Ключ. Он подойдет вам, если используете или хотите использовать наиболее безопасную двухфакторную аутентификацию в сервисах Яндекс. Опять же, скачиваете приложение Кинопоиск на телевизор, открываете его и видите поле с инструкцией и QR-кодом. Далее откройте приложение Яндекс.Ключ на телефоне и войдите в профиль Яндекса. Если у вас нет аккаунта Яндекс, то зарегистрируйтесь, а затем включите двухфакторную аутентификацию. В нижней части экрана нажмите «Войти по QR-коду» и потом наведите камеру телефона на QR-код, изображенный на экране телевизора, чтобы войти в профиль Кинопоиск. Все знают, что Кинопоиск — это сериалы и фильмы. Но вообще-то, и я сам, когда узнал, был удивлен и обрадован, Кинопоиск в вашем Smart TV — это намного больше. Смотрите. Тут есть еще, например, вкладка «Телеканалы». Просто выбираем и смотрим. Еще и всю программу передач внутри каждого канала можно видеть. Плюс сколько осталось до конца того или иного фильма или программы. Это удобно. Есть вкладка «Спорт» с трансляциями, обзорами спортивных событий, чемпионатов разных стран, со спортивной аналитикой. Я, честно говоря, не очень увлекаюсь так спортом, только спортзал, но многим, уверен, понравится, придется ко двору, что называется. А во вкладке «Музыка» еще один приятный сюрприз. Собственно, много музыки на разный вкус. Можно просто включить «Мою волну», и плейлист будет создан на основе музыкальных предпочтений. А еще здесь есть музыкальные подборки под настроение и различные плейлисты по эпохам или стилям, новинки, золотые хиты. В общем, чего только тут нет. И удобно же, когда дома, например, чем-то занимаешься, уборка, я не знаю, или работаешь удаленно, и раз включил подходящую музыку, и уже как-то веселее все пошло. Удобно, что в одном приложении все это собрано. Ну и если вернуться на главный экран, к сериалам и фильмам, тут, конечно, тоже много интересного. Есть рекомендуемые сериалы, это списки таких интересных сериалов и фильмов, созданные исходя из ваших предпочтений, например. Это самое топовое кино, которое больше всего смотрят, самое популярное. Списки интересных новинок, разбивки по жанрам. Для тех, кто практикует английский язык, можно, кстати, смотреть сериалы без дубляжа, без перевода на русский. Есть специальные подборки, например, длинные сериалы, чтобы залипнуть надолго. В общем, смотреть, не пересмотреть. Да, еще один важный момент. Можно создать специальный детский профиль и выбрать то, что ребенок будет смотреть. Есть несколько критериев, например, возраст ребенка, пол, и дальше вашему ребенку предлагается только тот контент, который соответствует установленным вами критериям. Ничего лишнего, того, что вам бы не хотелось, он не увидит и не сможет выбрать. Зато увидит самое интересное из того, что есть для его возраста. Вот и все, как я люблю говорить, вы все видели сами. С любым из 3 способов авторизации можно быстро активировать Кинопоиск на вашем телевизоре со Smart TV и наслаждаться реально интересным контентом. Современные пылесосы, стиральные машины, посудомойки и духовки – это важно, это делает нашу жизнь удобнее и легче. Но пока стиральная машина стирает, посудомойка моет посуду, а в духовке запекается вкусная курочка, почему бы не зависнуть на паре серий увлекательного сериала, которых множество на Кинопоиске. Лично я именно так и делаю. А на большом экране телевизора это, конечно, гораздо приятнее и круче. Наслаждаемся.
Это тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Пока!